Добрый день, в эфире новости, в студии Джангул Мырзаду и Шинбекова. Сотрудников УОБДД обвиняют в ДТП, в результате которого погиб 25-летний автомобилист. Как рассказали журналистам родственники пострадавшего, трагедия произошла 8 декабря. Инспекторы якобы устроили погоню за автомашиной «Мерседес» после неподчинения на требование остановиться. Во время преследования водитель, пытаясь скрыться от сотрудников УОБДД, столкнется с припаркованным внедорожником. Скончался водитель уже в больнице. Пассажирка с переломом руки пока является единственной свидетельницей, которая утверждает, что погоня была. Между тем, в милиции признают, за машиной гнались, но после потеряли след, и поэтому к моменту столкновения двух машин они отношения не имеют. Анастасия Соболева продолжит. В этом ДТП, которое зафиксировали камеры видеонаблюдения, погиб водитель. Его родственники обвиняют в трагедии сотрудников ОБДД, которые якобы устроили за ним погоню. Мужчина на «Мерседесе» не подчинился их требованию остановиться и на большой скорости пытался скрыться от инспекторов. Затем произошла авария. Известно, что авария произошла 8 декабря около 2 часов ночи на улице Жукеева-Пудовкина. «Мерседес» врезался в одну из припаркованных на дороге машин. Водитель скончался в больнице, так и не придя в сознание. Ему было 24 года. Запись с камер видеонаблюдения и комментарии родственника погибшего опубликовало накануне новостное агентство «Спутник». На пересечении улиц Жукеева-Пудовкина и Токамбаева «Мерседес» каната попытались остановить автоинспекторы, но он не подчинился и проехал мимо. Тогда они погнались за ним, не включив мигалки. Девушка, которая находилась в машине каната, позже рассказала, что в какой-то момент тот сбавил скорость и заявил, что они оторвались от погони. Внезапно рядом зажглись фары милицейского авто. Оказывается, инспекторы гнались за нарушителем с выключенными фарами и стали прижимать его справа. В результате, пишет новостное агентство «Спутник», ссылаясь на родственников погибшего, девушка получила перелом руки и потеряла сознание. Правоохранительные органы пока не сообщают, по какой причине инспекторы остановили эту машину. Однако факт погони сотрудники ОБДД отрицают. Их слова, мол, подтверждают результаты служебной проверки. Невыполнение водителей транспортных средств законных требований сотрудников ОВД по статье 234, инспектора могут преследовать данного водителя. По данному факту служебную проверку провела СБ города Бишкек. А далее этот материал передан в Октябрьскую прокуратуру для дачи юридической оценки. Что говорят инспекторы? Считают вообще себя виноватыми? Нет, они не считают себя виноватыми, так как они потеряли этого водителя, но преследовали и потеряли. При погоне инспекторы обязаны включать мигалки или нет? Обязан, да. Они включили, говорят. Включили и хотели задержать того водителя, но потеряли след. А это уже случай, который произошел в августе прошлого года. В аварии пострадала дочь известного спортсмена Урзубека Назарова. Он до сих пор судится с инспекторами, которые, по его словам, устроили погоню за мотоциклом друга его дочери Аделины. Девушка была пассажиром. Мотоцикл врезался в легковушку на большой скорости. От удара автомобиль несколько раз развернуло, и он въехал в арык. Один из пассажиров скончался в больнице. Водитель мотоцикла погиб. От удара его выбросило за живую изгородь вдоль обочины. Сам мотоцикл разломило надвое. Дочь Урзубека Назарова впала в кому, получила множество травм. Пришла в сознание лишь через 2 недели. Она уже перенесла 6 операций. Сейчас девушка потихоньку возвращается к прежней жизни. У нас остались прения только. В принципе, уже и одного подсудимого, второго подсудимого опросили. И осталось только прения. Все, я думаю, наверное, в этом году уже не успеем. А они признали свою вину? Нет. Нет, один говорит, что его вообще там не было, второй говорит, что тоже он там не был. В общем-то, пока отрицают все. И тогда факт погони в милиции отрицали. Поясняли, что за исключением особых случаев преследовать участников дорожного движения сотрудникам ОБДД запрещено. Тем более гнаться за мотоциклистами, ведь при большой скорости угроза потерять управление этим видом транспорта велика. Урзубек Назаров просит суд взыскать с МВД 10 миллионов сомов и наказать инспекторов. Им вменяется 2 статьи. Оставление в опасности, повлекшее за собой тяжкие последствия, так как они скрылись с места ДТП. И совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий с причинением тяжких последствий. Анастасия Соболева, Асхат Ибраимов, НТС.
Третий день подряд не могут вытащить экскаватор-погрузчик из озера Шортон в Джумгальском районе Нарынской области. С помощью техники местные жители хотели очистить поверхность озера от снега, чтобы сделать там площадку для игры в хоккей. Но, как оказалось, лед был тонким и под тяжестью экскаватора проломился. Спецтехника совсем новая, была получена месяц назад в рамках проекта за 2,5 миллионов сомов. В регионе нет специальной техники, что позволило бы вытащить экскаватор из озера, сообщают местные власти. В Якутии накануне произошло ДТП со смертельным исходом. Сообщается, что на федеральной автомобильной дороге Лена погиб водитель грузовика, который не справился с управлением и совершил опрокидывание автомобиля. Грузовик оказался с кыргызстанскими номерами. Кто находился за рулем, выясняется. Иностранным гражданам могут запретить в 2019 году работать водителями легковых такси в России. С такой инициативой, сообщают российские СМИ, выступают депутаты Госдумы. Как сообщил председатель Комитета по транспорту и строительству России Евгений Москвичев, в новом году будет доработан закон о легковом такси. В нем указаны предложения и поправки депутатов, что иностранным водителям без российского гражданства будет запрещено работать на легковых такси. Отметим, в декабре Госдума приняла в первом чтении законопроект об агрегаторах такси. При его обсуждении поднимался вопрос дальнейшего совершенствования законодательной инициативы. Коснется ли этот запрет граждан Кыргызстана, пока не сообщается. Судебно-правовая реформа вернет доверие народа к правоохранительным и судебным органам. Об этом сегодня на заседании Совета по судебной реформе заявил Сооронбай Жээнбеков. Мероприятие прошло в госрезиденции Аларча под его председательством. Президент напомнил собравшимся, что с 1 января 2019 года вступят в силу 5 новых кодексов и 2 закона, связанных с судебной реформой. По ним предусмотрено введение новых институтов, единого реестра, следственного судьи, следственного кабинета и цифровизации залов судебных заседаний. Раньше судебная и правовая реформы в стране проводились отдельно, и из-за этого эффект их был низким, отметил президент. В рамках судебно-правовой реформы я создал экспертную рабочую группу по мониторингу. За 5 месяцев группа провела 70 встреч и организовала разъяснительную работу в регионах. Правоохранительные и надзорные органы все еще не хотят отходить от старых репрессивных законов. У отдельных госорганов не хватает политической воли, чтобы провести реформу. Некоторым руководителям не нравится переход на правовое пространство. В октябре с участием руководителей и членов экспертной группы было проведено совещание, на котором были даны задания по внесению изменений в законы. К сожалению, эти вопросы не завершены в установленный срок. Правительство и Джугурку Кенеш запаздывают с принятием отдельных актуальных законов. Почему так медленно? Надо оперативнее работать. Из 10 приняли только 6. Создать Министерство по водным ресурсам и государственный орган по защите детей. Депутаты Джугурку Кенеша дали правительству рекомендации по изменению структуры ведомств в системе Кабинета министров. Сегодняшнее заседание Джугурку Кенеша стало последним в уходящем году, и у народных избранников накопилось немало замечаний к работе команды премьера Мухаммедкалыя Абылгазиева. Но не только о структуре правительства решили поговорить в уходящем году парламентарии. Игорь Потанин продолжит. Сегодняшнее обсуждение вопросов из раздела «Разные» депутаты едва не отменили. Законопроектов под конец года накопилось очень много, и ряд парламентариев предложили изменить привычный ход заседания четверга. Однако против этой инициативы выступили более 40 человек. Избиратели направили депутатам немало жалоб, и эти вопросы требуют немедленного обсуждения. Одним из главных вопросов, по мнению народных избранников, стала тема снижения суммы судебной пошлины. Сегодня граждане не могут отстаивать свои интересы в судах из-за непомерных тарифов. Премьер-министр ушел бойнча. Кыргызстанцы не могут подать иск в суд и защитить свои права из-за отсутствия денежных средств. Многие граждане не обращаются в суды, потому что очень высокие госпошлины. Мы с группой депутатов собрали подписи. Рассмотрели, но правительство не может подписать документ уже более 2 месяцев. Говорят, что вопрос на рассмотрение главы Кабмина. 2 месяца уже тянете, уже Новый год наступает. Прошу подписать его как можно скорее, чтобы хотя бы в новом году люди уже смогли обратиться в суд. Немало предложений прозвучало от депутатов и в вопросе структурных изменений.
предложений. Народные избранники говорят, по слухам, в новом году Кабмин планирует провести реформы внутри себя. В этой связи законодатели предложили несколько ведомств. По мнению народных избранников, в стране сегодня необходимо Министерство водных ресурсов. Вода для Кыргызстана – одно из главных богатств, но контролировать этот ресурс некому. Необходим орган, который будет контролировать водные ресурсы. Сейчас эта сфера распределена среди ведомств, но нужен один орган. Сейчас нет возможности управлять. Нужно министерство или комитет. Мы не можем использовать собственные богатства. Необходимо снова поднять вопрос продажи воды. Я считаю, что необходимо министерство, и ему нужно дать функции контроля водных ресурсов. Если правительство в новом году действительно изменит структуру, как об этом сообщается, то надо рассмотреть этот вопрос. По словам парламентариев, вводить нужно органы контроля и за другими сферами. Например, текущая ситуация показывает необходимость создания отдельного ведомства, которое будет заниматься защитой и здоровьем детей. На сегодняшний день немало фактов, когда родственники насилуют малышей или убивают их. Немало проблем и с питанием детей. В этой связи необходимо создание отдельного ведомства, уверены законодатели. Вопросы защиты детей от насилия становятся все более актуальными. Свидетельством тому является гибель 4 детей за последнее время. Нужно повысить ответственность родителей. Они сейчас не то что отказываются платить алименты, порой отказываются от собственных детей, когда дело касается алиментов. Предлагаю создать при правительстве орган, который бы занимался вопросами семьи, детей и гендерными вопросами. Со спокойствия в семье начинается спокойствие в стране. Необходимо обучать родителей и повышать их ответственность. Думаю, нам нужно будет внести поправки в законодательство. Немало вопросов у депутатов вызвали и идеи самого правительства по поводу своей новой структуры. Парламентарии выразили недовольство недавней инициативой Кабмина создать на базе Департамента регистрации транспортных средств новое государственное учреждение УНА. По мнению парламентариев, появление этого органа противоречит законодательству. Правительство создало новое госучреждение, но в Гражданском кодексе нет слова «госучреждение», есть госпредприятие. Насколько это законно? Если это госпредприятие, то оно является коммерческим хозсубъектом, а госучреждения нет в положении правительства. Сейчас в государственном учреждении УНА, похоже, нет статуса госслужащего. Раз нет, как они будут выдавать техпаспорт и водительское удостоверение? Они не имеют права выдавать документы. Нужно как-то законодательно закрепить этот вопрос. Свои предложения и замечания парламентарии направили в Кабинет министров. Следующее заседание депутатов состоится уже после каникул. Как говорят народные избранники, в дни праздников они намерены встретиться с избирателями в регионах. А значит, в январе правительству будут новые вопросы. Игорь Потанин, Нурбек Капаров, НТС. И пока на этом все. Всего доброго и до встречи в эфире.